Здание детского сада «Сказка» было сдано в эксплуатацию около 4 лет назад. Его помещения проектировались с соблюдением современных теплоизоляционных технологий, большинство групп находится с солнечной стороны, однако даже его воспитанники ощутили на себе последствия сезонного удара. Сегодня Светлана Емельханова, заместитель заведующей по хозяйственной работе, не скрывает радости. Температура в группах и учебных помещениях с начала недели установилась вполне комфортная. Воспитанники детского сада наконец смогли снять с себя теплые одежки. Теплое? Горячее. Здание большое, трехэтажное, конечно. Чем выше этаж, теплее, но вот в ясельных группах было холодновато. 16 сентября этого года мы подали заявку в Баш-РТС о том, чтобы нам подключили отопление. 19 уже к вечеру было подключено отопление в понедельник. Уже утром пришли в садик, уже было тепло. В ясельных группах вообще было тепло. Дети уже сняли кофточки, сняли колготочки. Спасибо, конечно, администрации города, также Баш-РТС, что они вовремя нам подключили отопление. Дети не успели замерзнуть у нас. Себя чувствуют они комфортно, уютно, тепло. Соблюдается режим проветривания уже. Руководители детского садика «Сказка» подали заявку и получили тепло в числе первых. А вот ученикам 8-й школы приходилось не снимать с себя верхнюю одежду даже на уроках вплоть до 21 числа. Сегодня здесь, как и во всех социальных объектах города, заработало отопление. На сегодняшний день, согласно постановлению номер 1570 от 15 сентября 2016 года, подписанной главой администрации Халид Хамидовичем Сулеймановым, о подаче тепла в объекты социального назначения учреждений образования и жилого фонда у нас подключены и поданы тепло 41 объект. Это все школы, 14 школ и 13 садиков. Также в это число входит центральная городская больница, поликлиника и другие социальные объекты города. А вот как будет складываться ситуация с отоплением жилищного фонда, покажет погода. В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный период в многоквартирных домах должен начинаться по истечении 5-дневного срока, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднималась выше 8 градусов. Данная мера обоснована тем, что запуск котельных систем занимает несколько дней, температурные перепады в осенний период не редкость, а приглушить тепло, когда батареи уже горячие, а холода неожиданно отступили, не представляется возможным. Если мы подали, допустим, вот вчера-позавчера, то сегодня температура наружного воздуха уже 20-23. То есть поэтому придется придерживаться данного постановления. Тепло в большинстве домов появится сразу с наступлением серьезных холодов. Дома же, находящиеся в непосредственном управлении, подключаются к отоплению в индивидуальном заявительном порядке. В настоящий момент все системы Зауральской теплоэнергоцентрали полностью готовы к полномасштабному старту отопительного сезона. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.